Добрый день, уважаемые телезрители. Это Якутия-24. В прямом эфире новости в студии Влад Давыдов. Сегодня в программе. Борьба с коронавирусом. Последние данные по Якутску. Также новости из Усть-Неры и Нюрбы. Тонкий лед на переправе со стороны поселка Нижний Бестях в целях безопасности закрыли все въезды. Служить и защищать. Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Илтумен дал согласие главе Якутии на назначение Андрея Тарасенко премьер-министром республики. По итогам тайного голосования кандидатуру Тарасенко поддержали 48 народных депутатов, воздержался 1 парламентарий. Спикер Илтумен Петр Гоголев от имени депутатского корпуса поздравил Андрея Тарасенко с получением согласия на назначение на ответственную должность и пожелал успешной работы. Также за назначаемого на должность первого заместителя председателя правительства Кирилла Бычкова проголосовали 45 парламентариев, против 2, воздержались 2. А кандидатуру Сергея Местникова также на должность зампреда правительства поддержали 46 голосовавших, против 2, воздержался 1. И кандидатуру Михаила Никифорова, также назначаемого на должность заместителя председателя правительства, поддержали 48 народных депутатов республики. 207 новых случаев выявили в Якутии за минувшие сутки, в том числе 45 носителей инфекции. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балапкина. 120 человек заболели в Якутске, в Анабарском и Верхневилюйском районах по 10 случаев, в Нерюнгринском 8, в Мегнокангаласском и Мирнинском по 7, в Вилюйском и Намском по 5 заболевших, в остальных районах от 1 до 4 случаев коронавируса. 2 человек скончались от COVID-19 за последние сутки. Также лаборатории республики провели порядка 4000 исследований на коронавирусную инфекцию. Сегодня основной задачей, которую поставил перед учреждениями здравоохранения глава республики, это принятие всех мер для того, чтобы было как можно меньше тяжелых граждан и, соответственно, снизить летальность на территории нашей республики, так как это важно. Что касается районов, то, например, в Аймяконском районе заболеваемость COVID-19 также не снижается. Одной из причин называют игнорирование мер безопасности. Не все жители соблюдают масочный режим. Административной комиссией совместно с отделом полиции проводятся еженедельные рейды. В общественном транспорте проводят обработку дезинфицирующими средствами 2 раза в день, а в центральной районной больнице при входе бесплатно раздают маски и бахилы. Аймяконская ЦРБ в лице главного врача и всех медицинских работников призывает вас соблюдать меры безопасности в связи с подъемом заболевания COVID-19. Берегите себя и своих близких, соблюдайте масочный режим. При первых признаках болезни вызывайте врача на дом или скорую помощь. В Нюрбинском районе на борьбу с коронавирусом из районного бюджета выделяются средства. Так, на днях в район из Южной Кореи прибыла партия ИХ-тестов на общую сумму более 2,5 миллионов рублей. Всего доставили 1750 тестов, которые по рекомендации оперативного штаба переданы эпидбригаде Нюрбинской ЦРБ. Их будут использовать на первичных вызовах больных и их членов семьи старше 65 лет. Также в Нюрбинский район в конце ноября поступит 1700 упаковок орбидола. Противовирусное средство будут бесплатно раздавать больным и больным старше 65 лет и малообеспеченным гражданам района. Так, в рамках соглашения Сахафармация поступил противовирусный препарат орбидол в количестве 700 упаковок для филиала Сахафармации и аптеки номер 11. Также 1700 упаковок орбидола для центральной районной больницы мы ожидаем в конце ноября текущего года. Данный препарат орбидол закуплен из районного бюджета на сумму примерно 490 тысяч рублей. Этот препарат будут выданы больным и контактным лицам старше 65 лет и многодетным малообеспеченным семьям.
Переходим к другим темам. На переправе со стороны Нижнего Бестяха в целях безопасности закрыли въезды на тонкий лед. В настоящее время на водных объектах республики отмечается процесс устойчивого ледостава. Необходимо учитывать безопасную толщину льда для человека. Таковым считается лед толщиной не менее 15 сантиметров, для автомашин не менее 35 сантиметров. ГАИ обращает внимание водителей на то, что санкционированные ледовые переправы открываются только после того, как эксперты соответствующих служб проведут замеры толщины льда и оборудуют место переезда, а дорожные службы соответствующими дорожными знаками. Уважаемые водители, за несанкционированный выезд за транспортное средство на ледовые переправы рек, где такие переправы не оборудованы, на основании статьи 9.10 КоАП Республики Саха-Якутия влечет наложение административного штрафа на граждан от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 1 000 000 рублей. До официального открытия ледовой переправы просим не предпринимать несанкционированных выездов на лед, берегите свою жизнь и жизнь других людей. Тем временем теплая погода создает помехи дорожникам. Отодвигаются сроки открытия ледовой переправы Хатасы-Павловск. Там все основные подготовительные работы практически завершены. Готовы и техника, и рабочая сила. Однако сейчас дорожники устраняют последствия потепления. С пятницы вода там прибывает. В прослойке прибыло почти на метр. А синоптики между тем продолжают прогнозировать тепло. В эти выходные температура может подняться до -5, -9 градусов. Это значит, что о сроках открытия автозимника говорить пока очень рано. Если погода будет стоять -30, -40, оно быстро пойдет, да, процесс работы. А если -5, -10, то все работы сделаем и будем уже ждать естественную наморозку. А искусственно заливать такую погоду особо не получается. Будем делать, но эффекта мало будет. Сейчас вот это то, что залило, будем уже отсыпать, но уже ждать не будем, потому что уже прослойка прошла там. Когда прослойка замерзнет, это вообще долгая история, и поэтому это уже будем сейчас отсыпать. Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Это участковые, следователи, оперуполномоченные, бойцы спецподразделений и все сотрудники МВД, которые сегодня отвечают за покой и безопасность граждан. Репортаж нашего корреспондента Юрия Осипова. Артур пришел в органы правопорядка 4 года назад, сразу после окончания учебы в Волгоградской академии МВД. Он признается, что помимо службы в органах думал о поступлении в театральное училище, но в итоге посчитал работу следователя важнее. Главное у нас это честность, установить истину. То есть следователь – это процессуальное лицо, которое исследует доказательства и непосредственно является нейтральной стороной между потерпевшим и подозреваемым. И, соответственно, всегда интересно доказать вину человека, если он действительно к этому причастен. Несмотря на молодой возраст, за плечами Артура большой опыт. На прошлом месте работы в Ленске он лично раскрыл запутанное дело. Потерпевший отрицал, что его ударили ножом. Впоследствии выяснилось, что подозреваемый в этом преступлении подкупил свою жертву. Наш герой принял решение обследовать все квартиры, в которых проживал потерпевший в последнее время. В одном из осмотров я под столом, получается, на ножке увидел кровь в его квартире. И так как в то время не было специалистов у меня, я сам изъял след, образец, но это вещества бурого цвета, получается. Тогда я еще не предполагал сам, что это будет кровь, и вообще этого человека, потерпевшего, это кровь или нет, я тогда на тот момент не знал. После этого мной была назначена экспертиза ДНК, и действительно образцы крови потерпевшего и с образцом крови, который я изъял, они совпали, и так получилось, что мы это преступление раскрыли. Следственное управление полиции Якутска состоит из 5 больших подразделений. Это 4 городских отдела, а также следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности. Кроме территориального разделения, у каждого следователя также есть свое направление работы. Расследование экономических, коррупционных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Возрастной состав у нас, основная часть это 25-30 лет. Довольно-таки молодой состав. Соотношение мужчин, женщин, девушек, парней – это примерно половина на половину. И вообще сотрудники полиции у нас есть такое, что
Девушки и женщины у нас они работают наравне с мужчинами, ту же нагрузку практически не несут. За 10 месяцев этого года сотрудниками полиции только в Якутске раскрыто около 1000 уголовных дел. Сами правоохранители отмечают, что в последние годы есть рост количества дистанционных мошенничеств. Очень много случаев произошло именно вот в этом году. Я даже могу сказать, что есть такой антирекорд, когда человек мошенникам направил 12 миллионов рублей своих денег. Это вот, вообще незнакомому человеку представились мошенники работниками службы безопасности банка. Позвонили, что со счета списываются денежные средства. Праздник начали отмечать с 1962 года, когда Президиум Верховного Совета СССР сделал дату праздничной. С 1980-го этот день стал по-настоящему государственным праздником. В 2011 году с переименованием милиции в полицию изменилось и название праздника. Не изменилась только работа. В любое время суток и в любую погоду сотрудники полиции стоят на страже правопорядка. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск. Дату отмечают повсеместно. Вдобавок к профессиональному празднику Амгинский территориальный орган внутренних дел отмечает свое столетие. История милиции Амгинского района берет начало с января 1920 года. В настоящее время отделение МВД России по Амгинскому району насчитывает 63 штатные единицы. По результатам оперативно-служебной деятельности занимает лидирующие позиции по республике. За эти годы многие сотрудники Амгинского отделения удостоены звания полковника и по сей день работают начальниками отделов и в других районах республики. Торжественное мероприятие прошло в онлайн-формате. Отличившимся сотрудникам вручили государственные награды. По республике в целом Амгинский район известен как район со стабильной криминогенной обстановкой. Так, в последние 5 лет у нас наблюдается общее снижение преступлений против собственности, против жизни и здоровья. И благодаря профилактическим мероприятиям, в которых нам очень помогают органы местного самоуправления, нам удается сдерживать рост преступлений в общем. Кроме оперативно-служебной деятельности, наши сотрудники также активно принимают в спортивной жизни и в общественных мероприятиях, которые проводятся не только на территории района, но и по всей республике. Таковы новости к этому часу. Итоги дня подведем в 20:00. Оставайтесь на Якутии 24.